Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И военный комиссар Чеченской Республики, полковник, кавалер ордена Кадырова Руслан Нумахаджиев. Понимаю вас, дорогие друзья. Да, сегодня будем говорить о призыве в российскую армию, в российские вооруженные силы. Вы правы. И мы начинаем. Маршал Руслан. Дел маршал Хейван. Действительно, Руслан, осенний призыв. Вот сколько человек из Чеченской Республики призовут этой осенью в армию? И кого призовут в первую очередь? И еще, вот данный осенний призыв, он чем-то отличается от остальных, от предыдущих? Данный осенний призыв от остальных предыдущих ничем не отличается, за исключением, что мы, как всегда, на каждый призыв добавляем свое ноу-хау, дабы облегчить себе работу, чтобы и плюс к тому же, чтобы у нас военный призыв проходил более ускоренном, качественно и количественном соотношении все соответствовало. Единственное, это наши, так скажем, внутренние такие, и этим мы сами делаем, но это никак на республике и общем на призыв не отличается. Это наша конструктивная внутренняя работа. Не будем тогда на этом вопросе долго останавливаться и перейдем к следующему. Хорошо. Новобранцы по-прежнему будут служить 12 месяцев? Я знаю, что и в республике ходят стереотипные такие разговоры. Вы совершенно правильно это заметили. Абсолютно срок службы не поменялся. Мы знаем, мы в курсе, что раньше служили и 3 года, и 2 года. Но на сегодняшний день мы служим 1 год. Новобранцы служат 1 год. Никакого повышения? Никакого повышения сроки службы нет. А где будут служить? Будут ли привлекаться к специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики? Это уже 2 вопроса, правильно я заметил? Это второй вопрос. Так, хорошо. Где будут служить? Отвечаю. До сих пор, как известно, до 2014 года нашей республики, после окончания контртеррористической операции, в Чеченской Республике призыв начался по инициативе главы Чеченской Республики, героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова. Призыв возобновился у нас только осенний призыв в 2014 году. И до 2023 года, вот в этом году, мы провели и весенний призыв. 2 призыва, как полноценно, как настоящий субъект Российской Федерации, мы проводим осенний и весенний призыв. В этом году мы провели 2-й призыв. Это сейчас в этом году уже 2-й осенний призыв у нас. Призыв на призыв. Я попрошу не путать. Призыв у нас на сегодняшний день составляет 6300 человек примерно. Мы призываем с нашей республики 6300 человек. 6300? 6300. Это за один призыв? Это за один призыв. Я попрошу не путать, еще раз говорю, призыв с отправкой. Вот что я хотел, чтобы вы подчеркнули. Призываем мы 6300 человек примерно. Отправляем мы 500 человек, так скажем. Это, как говорится, согласно заданию? Совершенно верно. У нас задание на 500 человек. Совершенно верно. Осенью мы отправим 500 человек. А остальные? Какие остальные? Остальных мы изучаем, на весну готовим. Они на учете остаются? Конечно, куда они? Работа с ними продолжается? Даже не останавливается. Хорошо, давайте остановимся на 3 постоянных, актуальных вопросах в период призывной кампании. И вот первый из них. Кому положена отсрочка? Отсрочка положена, так скажем, юноше, который получает дневную форму обучения, первое образование, если у него, это раз. Ему положена отсрочка. Если юноша еще является опекуном, положено. Там много граф, там много этих лучше всего. Основных? Основных, я вам говорю, основное на сегодняшний день актуально это учеба, опекунство, жена, 2 детей и больные родители, и он единственный ребенок в семье. Вот это основные.
А с полным списком где можно ознакомиться? В военном комиссариате. В военном комиссариате. Или Добро к вам пожал- на сайт можно зайти, там Добро всё пожаловать в военный комиссариат. У нас абсолютно спокойно можно зайти, ознакомиться и выйти. есть. И у него не будут спрашивать, вы куда, молодой человек, Да, зачем когда вам? такое было? Мы всегда рады, даже чай, кофе предложим. Интересно. В наши времена такого не было. Хорошо, продолжим. А вообще, как получают повестку наши призывники? Тут много разговоров. Можно и электронно, можно и на руки другому человеку, можно на руки и на работе отдать руководителю. Даже по почте можно. Даже по почте. Там не обязательно уже верно. расписываться Разницы именно нету призывником. никакой. Вот все, что вы перечислили, это все актуально на сегодняшний день. Он может получить повестку любым образом, хоть электронно, хоть по почте, хоть на сайт, хоть через WhatsApp ему отправьте. Главное, чтобы он ее получил. Главное, чтобы его получил. Да, главное, чтобы он получил. А как узнать, что он ее получил, если по WhatsApp, по электронке? Я Или сейчас- другому человеку на руки отдать? Я вам сейчас скажу одно. Повестку в любом случае, например, допустим, я являюсь призывником. Так. Я призывник, мне исполнилось 17 лет. Я обучаюсь где-то в школе, колледже или где-то еще. Я обязан после достижения мне 17-летнего возраста стать на воинский учет. Но на сегодняшний день, вот сегодня уже ввели указ, если человек не становится на воинский учет, против него действуют штрафные санкции. От 10 до 30 тысяч. Человек должен стать на воинский учет. Это его прямая обязанность. Если он не стоит на воинском учете, военный комиссариат, соответственно, принимает меры. Плюс к тому же, в этом году хотят ввести еще дополнительные санкции. Будут таких наших юношей, кто не стоит на воинском учете, вернее, даже, так скажем, если пришла к нему повестка, и не отреагировал юноша на эту повестку, не явился в военный комиссариат и как бы проигнорировал, так скажем, повестку, его могут лишить водительских прав, водительского удостоверения, его все меры, на него не будут ничего регистрироваться, кредиты не выдавать, там жилплощадь на него не регистрируют. Ему будет отказано во всем, одним словом, практически. Вот этот юноша, который не стоит на учете в военном комиссариате. Сейчас еще продумывают эти вопросы, очень актуально. Скоро у нас даже планируют все перевести на электронику, так скажем. В цифровизация идет у нас по стране, военные комиссариаты тоже в этом плане не отстают. И поэтому даже в скорейшем будущем будет у нас так, что без явки самого юноши в военный комиссариат он может так скажем, по оцифровке, по компьютеру, через сайты. Скажем, удаленно. Да, удаленно зарегистрироваться и стать на учет. А если призывник не пришел на отправку? На отправку, если Да. он не пришел, такого быть не может. Ну а если? Какие тут санкции? Как какие санкции? Тут уже Министерство внутренних дел у нас работает. Ага. Да. Если бы это он был бы уже военнослужащий, если бы, надо понимать одно, если он был бы военнослужащий, принял бы присягу, на него вышел бы приказ, зачислен на какую-то войсковую часть, тогда на него действовала бы военная полиция, военная прокуратура, военно-следственный отдел. А так как он еще не военный, так как он является еще гражданином Российской Федерации, уроженцем Чеченской Республики, если мы в данный момент говорим о нашем гражданине, то на него действует Министерство внутренних дел Чеченской Республики, потому что мы, в свою очередь, сообщаем. Но, чтобы понимать, это надо, у нас любой юноша призывной, когда начинается призывная комиссия, у нас начинается действовать призывная комиссия. Председателем призывной комиссии, соответственно, является глава администрации. В республике у нас глава Чеченской Республики, председатель призывной комиссии. Поэтому со своей администрации, со своего района, если призывник не прибывает на военный комиссариат, то это проблема однозначно главы администрации этого района. Он, конечно, мобилизует и районные отделы внутренних дел. Ну, у нас на сегодняшний день так поставлена работа, что мы взаимодействуем со всеми ветвями власти и силовыми структурами. У нас сложно сказать что-либо, что кто-то может не явиться. Ну, в любом случае, если даже такое произойдет, Если даже такое произойдет... без ну, вот внимания это не останется. так... Конечно, нет. Что? Лучше этого не делать. Я всегда это советую.
Руслан, есть случаи, когда молодые люди выбирают альтернативную гражданскую службу. Есть такое в Чеченской Республике? Есть такие случаи, но не у нас. Я с таким еще не В встречался. Чеченской Республике нет? Да нет, альтернативной службы у нас нет. У нас как бы вся молодежь, у нас хорошая молодежь, я это не раз отмечал, и все такие. И чем, я вам скажу, в этом тоже ничего зазорного такого нет. Нет, нет, ни в коем случае нет. Альтернативной службы. Но наши, чем ходить по больницам, так скажем, помогать там, этим предлагают лучше отслужить год. А в вооруженных силах Да. можно ее пройти? Альтернативно? Да. Нет. В вооруженных силах у тебя уже служба. Только служба? Конечно. Да. Ровно год отслужи Ровно год он и служит возвращайся и возвращается домой. И еще раз. Где примерно, если можно, если не секрет, если можно сказать, будут служить наши ребята? Докладываю. Не секрет. Даже если это, так сказать, по решению, как я уже отмечал, главы Чеченской Республики, этот вопрос решался на высоком уровне, когда возобновили призыв и отправку в Чеченской Республике. Наших ребят оставляли только на территории Северокавказского военного округа. Сейчас это Южный военный округ. Там мы проходили, вот так скажем, не дальше Ростова, Волгограда и Дагестана, так скажем, окружность возьмем, Южный военный округ. Но на сегодняшний день, с этого года, к нам добавился еще Восточный военный округ. Мы отправляем и в Восточный военный округ. Это делается для того, чтобы наши ребята умели, акклиматизировались, во-первых, там же другой климат как-никак. Наши ребята должны уметь защищать Родину на любой точке Российской Федерации. Это в какие города примерно? Ну, а то Восточный военный округ, это наши телезрители... Хабаровск, Ну, понятно. такие Вот вот. примерно хотя бы один Да. город, чтобы наши Да, телезрители да. знали, где как. Но в свое время мы все проходили. Я служил в Улан-Удэ. Нас не слушают, нас даже не спрашивают. Нас даже не спрашивали. Я проходил службу в Улан-Удэ и в городе Чита. Я не Между скажу, прочим, где я красивые проходил города, службу. хорошие города. Мне нравится. Продолжаем. Ну и немного о перспективах военной службы по контракту. И как вообще можно заключить контракт. Очень просто. Контракт заключить вообще несложно. Даже вообще возьмем нашего юношу, который уходит на срочную службу. Он уходит служить в вооруженные силы Российской Федерации. Ему обязательно через 3 месяца предложат перейти на контрактную службу. Переход на контрактную службу. Заключить контракт, и он с этого момента начинает полноценно получать денежное довольствие, уже другое денежное довольствие, и в соответствии с занимаемой должностью. Ему предлагают должность, ему предлагают место службы, скорее всего, в этой же части, где он проходит службу. Это раз. Даже если человек отслужил, вернулся на родину через год, потом, впоследствии, он изъявил желание пройти службу, он может обратиться на пункт отбора. Сейчас, кстати, у нас в республике создается пункт отбора на базе военного комиссариата республики. Вот, до сих пор у нас его не было. Военный комиссариат, мы с радостью ему подберем контрактную службу. У нас, кстати, как нам сейчас известно всем, на территории Чеченской Республики, на базе 42-й мотострелковой дивизии по инициативе главы Чеченской Республики, Героя России, генерал-полковника Кадырова Рамзана Ахматовича, созданы 6 подразделений. Это по контракту, я говорю, дополнительно 6 подразделений, 3 мотострелковых батальона и 3 мотострелковых полка, которые на сегодняшний день с доблестью выполняют поставленные задачи в зоне СВО. Вот это, как бы сказать, это наши ребята. Вот наши в зону контрактники. СВО срочники отправляться не будут. Ни в коем случае. Срочники, это чтобы понимали, наши граждане, чтобы понимали, мы сейчас понимаем, что сразу мамы, папы начинают, даже сами ребята даже не так переживают, как их родители. Больше всего начинают, панику бить начинают мамы, даже не папы, так скажем. Потому что мне это знакомо, потому что я каждый день практически с ними общаюсь. Вот, почему? Я их хочу успокоить.
юноша, который отправился служить в вооруженные силы Российской Федерации по призыву, никаким образом отправлен в зону СВО быть не может. Потому что, вот, чтобы имели понятие, вот мы отправляем человека учиться куда-нибудь, например, в какой-нибудь институт в Россию, там на 5 лет, уезжает он, там, поступает куда-то там. Это точно так же, он поступает на военную службу и учится военному делу. Человек, который учится военному делу, его не имеют права привлечь к боевым действиям. Он еще ученик, он еще учится. На это есть всевозможные указы президента Владимира Владимировича Путина, указы президента страны, приказы министра обороны. Ни один человек, ни один командир не решится подписать и отправить срочника срочной службы, отправить солдата срочной службы в зону СВО или в горячую точку, на любой, как скажем, на планете нашей, на Земле, куда-нибудь отправить нашего срочника. Не только нашего, даже с любых регионов. Не имеют права, нельзя этого делать. Только человека, который заключает контракт. На сегодняшний день мы сегодня как бы заключаем контракт. Актуальное на сегодняшний день подразделение, где заключают контракты, это Ахматы. У нас 6 подразделений Ахмата, которые даже, скажем, в эти подразделения даже рвутся с других регионов, приезжают, каждый день хотят быть в составе Ахмат подразделения. Мы, конечно, их набираем, кое-кого отсеиваем, там же идет отбор. Ну, конечно. Наши вот юноши, которые отслужили, приехали, спокойно могут, если захотят, послужить по контракту в любом подразделении Ахмат. Вот спасибо вам вот за такое подробное разъяснение. Да, пожалуйста. Спасибо. Правда ли суждение, что сегодня все дороги ведут через военкомат? Так, хотел бы я пошутить, что у меня лично через военкомат 7. Да, если честно вам сказать, да, потому что у нас это как бы и не применялось, что через военкомат все это сперва с получением без военного билета, без постановки на военный учет, я думаю, у нас это как бы практиковалось, как бы было такое, нельзя будет устроиться никуда. Ни в МВД, ни в МЧС, про силовые структуры я вообще молчу. Но я имею в виду по закону, все как должно быть. Даже на работе где-нибудь гражданским, даже здесь у вас на телевидении, у вас должны будут скоро спрашивать военный билет, принадлежность ваша, воинской обязанности, военно-учетную специальность. Вон у нас, я вижу молодых людей вокруг себя у вас здесь. Хочется невольно задать вопрос, сколько ему лет, служил ли он? Чувствуется профессионал, который болеет за свое дело. Да. И это неплохо. И продолжая тему, вот иногда можно услышать или прочитать где-то, что некоторые молодые люди не хотят служить, ищут способы откосить от армии. Есть ли вот такие уклонисты у нас, в Чеченской Республике? Так скажем, в других регионах и военные комиссариаты поджигают, между прочим, если в средствах СМИ вы, наверное, Не хотела я видели. так подробно. Но у нас в республике, чтобы такое было, я с этим не встречался. Чтобы у нас кто-то пытался, еще не было ни одного молодого человека, кто ко мне подошел, или к военному комиссару в районах, чтобы кто-то отказался от службы, я не хочу служить, я не буду служить, искал бы какие-то пути избежать этого, я с этим не встречался. Но переживания родителей, да, есть, мамы переживают, Ну, папы это понятно. Да, но чтобы молодой человек сам пришел, там отказался, искал какие-то пути, сбежал куда-то там, где-то еще что-то, ну, у нас мужчины, по крайней мере, мужчины, настоящие мужчины, воспитанные правильно, я так думаю. Хорошо сказано. Есть ли возможность у жителей Чеченской Республики позвонить в военный комиссариат и получить разъяснение вот по всем этим вопросам, о которых мы сегодня с вами говорили? Конечно, есть возможность позвонить в любой военный комиссариат по месту проживания, в любом, ну, например, так скажем, Шалинский, в Шалях, в городе Шали, у меня стоит военный комиссариат, но он зациклен на 3 районах. Это город Аргун, Курчалой, Курчалоевский район, Шали и Шалинский район.
Вот жители вот этих 3 районов могут спокойно, например, связаться с военным комиссариатом, задать свои интересующие их вопросы, получить ответ. Если они не получают, можно спокойно, как я сказал, приехать в любой военный комиссариат. Всегда рады. Ну, у вас сайты есть, Конечно, куда всё можно есть. зайти, Да, там указаны да, телефоны. да. Конечно, есть. Вся информация есть. Запросто. Не обязательно приезжать к вам в военкомат, можно позвонить. Если кто-то страшится приехать в военный Вот комиссариат, хотите вы, чтобы приехали в военкомат? Вот хотите, именно чтобы приехали в военкомат. Я вас понимаю. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Разговор был очень актуальный и интересный. И мой последний вот такой вопрос. крайне надеюсь. Хорошо, крайний вопрос. Порядок постановки на воинский учет. Как это фактически работает? Как стать на учет молодому человеку? Что для этого нужно сделать? Чтобы не возникало таких вопросов. Молодой человек не на учете, чтобы к нему не возникало других вопросов, когда он устраивается на работу, подает документы в высшее учебное заведение или еще куда-то. Прошу. Совершенно верно. Абсолютно это очень делается просто. Там никаких сложностей нет. Это если юноша окончил школу, так скажем, а в школе так получилось по каким-то разным причинам, он не встал на воинский учет. Обычно у нас 11-классников, 10-классников приводят в военные комиссариаты и ставят на учет. Там абсолютно ничего, на него заводится такое маленькое, тоненькое дело, что он поставлен на воинский учет, получает приписное удостоверение, и все. И он стоит на воинском учете, больше ничего. И это является документ о том, что он состоит на воинском учете. С этим документом он может ездить где угодно, как угодно, по всей стране, я имею в виду. Если его где-то спросят, остановят там, и, конечно, в России очень актуально, я имею в виду в больших городах, в Питере, в Москве, там где-нибудь, спрашивают наличие воинской обязанности. Предъявляет приписное свидетельство, и все, на этом все закончено. А становится на учет очень просто. Это просто нужно прийти в военный комиссариат, взять перечень, там 2-3 справочки, пройти медосмотр, фотографию. С каких лет можно прийти в 17 военкомат? лет. 17. Да, И стать на учет. да, И получить вот эту книжечку. да. Синенькую, Да. призывника. Вы лучше меня знаете. Я хочу, чтобы вы подтвердили. Конечно, синенькую. Я даже про цвет не говорил. Вы даже обозначили цвет. Но мы проходили все это. Конечно. И хочется, чтобы вы объяснили нашим Ничего не зрителям. изменилось. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Нет. Это- Срок службы изменился. 1 год. Да. Понятно. Спасибо. И у вас есть 30 секунд обратиться к нашей молодежи, если вы этого хотите. Да, конечно. Прошу, камера ваша. Молодежи я что хотел бы сказать? Не надо бояться приходить в военный комиссариат. Но, слово «бояться» это я неправильно употребил. Остерегаться военного комиссариата. Я попрошу найти время, прийти, встать на воинский учет. Защита нашей Родины – это священный долг любого гражданина, в том числе нашей республики. Мы обязаны, если вы имеете принадлежность мужского пола, то вы уже автоматически являетесь защитником. Прошу об этом помнить. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо большое. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах и военный комиссар Чеченской Республики. Полковник, кавалер ордена Кадырова Руслан Нумахаджиев. И напоследок, дорогие друзья, я присоединяюсь ко всем словам, которые сказал мой дорогой гость. Тут не поспоришь. И еще, не болейте, будьте здоровы.